Криво проходит сегодня круглый стол на тему, которую вы в раздатке все видите. Это является одним из элементов внедрения национальной системы квалификации нашей республики, поэтому тот материал, который мы хотим сегодня представить, очень важен, потому что это начало судьбы наших учащихся в их профессиональной деятельности. Поэтому для того, чтобы эту работу мы знали, и вы знали ее, поэтому нам и проводилось. Я хочу представить слово Марии Анатольевне Беловой, проректору Института Криво. Скажет свое слово и начнем работать. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем мероприятии. И сегодня мы хотим обсудить технологию и итоги проведения мониторинга профессионального квалификационного социологического исследования среди выпускников 9-11 классов общеобразовательных организаций Республики Коми. Это исследование мы проводим ежегодно. Проводил его ранее Центр развития профессионального образования, но теперь у нас специалисты перешли в другую структуру, но тем не менее мониторинг этот проводиться будет и в дальнейшем. Основная цель этого социологического исследования – это выявление профессиональных намерений и планов на продолжение образования среди выпускников 9 классов и 11 классов, а также мы проводим исследования среди детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Целью исследования является также активизация позиций выпускников в процессе их дальнейшего профессионального выбора. Результаты мониторинга являются очень важными для нас, для проектирования нашей дальнейшей деятельности, поскольку собранные данные позволяют нам не только выявить и проанализировать профессиональные планы и предпочтения выпускников, но и на основе результатов исследования подготовить методические рекомендации для эффективной проквалификационной работы в общеобразовательных организациях. А также на основе результатов исследования мы составляем рейтинг востребованных специальностей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. И также эти данные позволяют прогнозировать конкурс, ожидаемый при поступлении в учебное заведение Республики Коми. Вячеслав Петрович, вам слово. Спасибо. Дело в том, что проводя этот анализ, который проходит ежегодно, мы анализируем его, мы видим, собственно говоря, в дальнейшем. Садитесь, пожалуйста. Мы видим, в принципе, намерение плана наших выпускников, которые 9-11 класс. И это нам позволяет, собственно говоря, как со стороны и Союза промышленников, и работодателей, и со стороны Республиканского методического фонда понимать, насколько люди, которые учатся в школе, ребята молодые, насколько они профориентированы, насколько они желают осуществить себя в профессии. Поэтому вот этот анализ и намерения выпускников я хочу, чтобы представили два специалиста. Это методист Республиканского методического сообщества Мария Владимировна и Башкова Ангелина Сергеевна, тоже сотрудник был Криво, но в данной ситуации Ангелина Сергеевна пошла на повышение, является старшим специалистом отдела профобразования Министерства науки и образования. Поэтому я им дам слово, они уже вдвоем выстроят свой анализ, свое видение на этот счет. Пожалуйста. Мне бы хотелось отметить, что в этом году мониторинг проводился уже по новым правилам, да, по новым схемам, которые были разработаны непосредственно Ангелиной Сергеевной прежде всего. Пожалуйста, Ангелина Сергеевна. Да, я тогда с этого и начну. В этом году у нас изменились методы анкетирования. До 2017 года включительно для анкетирования использовались программные комплексы, отдельно анкеты для 9 классов, отдельно для 11. В этом году мы их еще раз проанализировали, и было выявлено ряд недостатков в этих программах. Самый, наверное, основной – то, что школам приходилось все данные пересылать по почте, данные терялись, программа из-за этого работала частично нестабильно, и прочие сложности также присутствовали, в частности в установке программы и вообще в работе с ней. Поэтому было решено данный метод заменить, и была разработана Google форма,
которая предоставляет удаленный доступ к анкетированию. И, что, наверное, более важно, моментальный сбор информации. То есть как только учащиеся у себя этот тест проходили, все данные тут же попадали в Крирон без каких-либо потерь. Здесь, наверное, несколько повторяется. Можно видеть различия в данных методах. И видно, что предыдущие программные комплексы, они гораздо больше шагов требуют. Google форма, несмотря на такие отличия, основывается на предыдущих анкетах, и большинство вопросов там используются уже знакомые, поэтому анализ можно продолжать проводить в сравнении с предыдущими годами. В частности, в анкете есть вопросы по профессиональным предпочтениям школьников, по мотивам выбора профессии, по устойчивости намерений, по путям получения профессионального образования. Наверное, это для СПО наиболее важный как раз пункт. По факторам, затрудняющим выбор профессии, по профориентационным мероприятиям и, что тоже важно, по состоянию здоровья. То есть можно делать выборки конкретно для учащихся с ОВЗ или для учащихся со статусом инвалида. В этом году в Республике Коми было 14 тысяч учащихся, из них 8423 учащихся приняло участие в анкетировании, это 60%. Надеемся, что в следующем году процент будет уже больше, так как в этом году все-таки из-за такого перехода от старых форм к новым некоторые затруднения возникали, поэтому процент, хоть он и стабильный, но мы ожидаем увеличения данных процентов. Девятиклассников прошло тестирование 68%, 11-классников 63,8% от общего количества. Среди них 176 выпускников имеют статус ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. И дальше статистические данные представит Мария Владимировна. Да. Здравствуйте, я хочу продолжить результаты мониторинга озвучивать. Вот здесь мы видим, какое количество человек было. Я что-то не сделала? Какое количество человек. Какое количество человек было всего принято, да? Мы уже сказали о том, что 60% от общего количества было задействовано в исследованиях. Наше анкетирование проходило в 14 муниципальных образованиях, и в исследованиях приняли участие все-таки более 50 от общего количества выпускников. Менее 50% выпускников опрошенных были в Княж-Погосском районе, Сысольском, Вуктыл, Усть-Куломский, и практически не представили никакие результаты. Это муниципальное образование Кайгородского и Грабовского района. Вот профессиональный выбор девятиклассников, мы начнем с того, что уже на протяжении многих лет мы ведем этот мониторинг и видим, что желающих пойти получать среднее профессиональное образование после 9 класса в данном году составило 42% учащихся. Это чуть больше, чем в 2017 году. В 10 классы планируют продолжать обучение 47% учащихся. Да? Это чуть меньше, чем в прошлом году. Распределение обучающихся 9 классов по каналам получения профессионального образования в 2018 году распределилось следующим образом. Желающих поступить в учреждение среднего профессионального образования 42% учащихся, желающих продолжить обучение в 10 классе 47% обучающих. На сегодняшний день это такая лидирующая позиция. Большинство все-таки девятиклассников продолжают обучение в 10 классах.
0,8% испытуемых планируют пойти работать после 9 класса, 0,7% собираются пойти на курсы различного, и 7,9% выпускников вообще еще не определились с выбором. Это довольно большой процент. В прошлом году он был меньше на 0,5%. Предпочтительными сферами деятельности для девятиклассников по-прежнему остаются здравоохранение. Вот мы видим на презентации. Презентации есть у вас на столах. Здравоохранение. Это 12% выбирают информационные системы, 8%, транспорт, культура и искусство, 7,5%, государственное управление, сервис, спорт, обслуживание населения. Непопулярными среди обучающихся 9 классов сферы профессиональной деятельности следующие. Мы видим это на картинке. Это туризм 1,9, лесное хозяйство, торговля, маркетинг и реклама, сельское хозяйство, связь, логистика, финансы и жилищно-коммунальное хозяйство. В целом распределение профессиональных предпочтений девятиклассников подтвердило тенденции прошлого года. Так же, как в прошлом году, в непопулярные попали профессиональные сферы, представители которых являются востребованными на рынке труда Республики Коми, такие как лесное хозяйство, торговля, связь, финансы, работники жилищно-коммунальной сферы. В то время как на рынке труда специалисты указанных сфер довольно необходимы. Можно сделать вывод, что опрошенные школьники не учитывают особенности регионального рынка труда, а также потребности работодателей. Да? Проведенное исследование позволило выявить выбор наиболее популярных среди выпускников направлений профессиональной подготовки. Такими вышли желающих стать автомеханиками 163 человека, да, сестринское дело 138, дошкольное образование 72, экономика и бухучет, социально-культурная деятельность, повар и лечебная деятельность. Из числа определившихся с направлением профессиональной подготовки выпускников 9 классов намереваются поступить в организации с СПО. Из них в основном это СПО Республики Коми. Их выбрали 1628 респондентов. Учебные заведения других городов России 932 респондента. Санкт-Петербурга 498, Москвы 208 и за пределами Российской Федерации всего 109 респондентов. Данные мы видим на слайде. Рейтинг востребованных профессиональных образовательных организаций Республики Коми девятиклассниками выглядел следующим образом в этом году. Первое место занимает Ухтинский государственный технический университет. Второе место занимает Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова, Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова, Сыктывкарский автомеханический техникум, Воркутинский горно-экономический колледж и Сыктывкарский колледж сервиса и связи. В целом мы видим, что учащиеся 9 классов также собираются идти, как и в прошлых годах, да, продолжать обучение в школе и в учреждениях среднего профессионального образования. И в целом специальности также совпадают с прошлым годом популярными. Что касается 11 классов. Планируемый выпуск обучающихся 11 классов в 2018 году составит 4563 человека. Опрошено было 2912 человек, это составляет 63%. Мы видим на слайде, что в 2018 году получить высшее образование планируют 82%, чуть ниже, чем в 2017 году. И продолжить обучение в СПО планируют 7,84%. На следующем слайде представлен распределение обучающихся по каналам получения профессионального образования. Как уже было сказано, лидирующее место у вузов. Далее идет СПО. На работу собирается идти 1,82% от испытуемых, на курсы 0,50%, в армию 2,23% и не определились
4,47%. Не работать, не учиться не хотят 0,70%. Да? Среди выпускников 11 классов с направлением профессиональной подготовки определились 71% респондентов. Самое большое количество неопределившихся было в районах Усть-Цилимских, Ижемский и Сыктывдинский. Предпочтительными сферами экономической деятельности для 11-классников являются следующие позиции. Они у нас представлены на слайде. Это опять здравоохранение, юриспруденция, информационные системы, государственное управление, образование и педагогика, силовые структуры, промышленность, производство, культура, искусство, экономика, бухучет, строительство и архитектура. Уже несколько лет сохраняет свое первенство здравоохранение и юриспруденция. Снижение позиции экономики и финансов – это результат у нас целенаправленной профориентационной работы, проводимой на разных уровнях в связи с перенасыщением рынка труда специалистами. Государственное управление также уверенно занимает лидирующие позиции. Молодых людей, видимо, привлекает статус государственного служащего. Сфера предпринимательства снизила позиции. Открыть свое дело желающих становится все меньше. С одной стороны, это связано, наверное, с экономической нестабильностью, с другой стороны, дает возможность себе иметь рабочее место. Но вот такие результаты у нас вышли. Сфера образования уже тоже несколько лет удерживается в первой десятке предпочтений, хотя проблема воспроизводства педагогических кадров остается в Республике Коми довольно острой. Среди сфер профессиональной деятельности, не представляющих интерес для выпускников 11 классов, явились маркетинг, реклама, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство, торговля, логистика, связь, финансы и жилищно-коммунальное хозяйство. Наиболее востребованными направлениями подготовки, то есть специальностями среди выпускников 11-классников, является нефтегазовое дело, юриспруденция, лечебное дело, государственное и муниципальное управление, информационная безопасность и психология. Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство выпускников 11 классов, определившихся с направлением профессиональной подготовки, планируют поступать в вузы вот мы видим здесь, да, вузы Санкт-Петербурга. 21%. Вузы Республики Коми занимают пониже, это 17,9%. В основном, конечно, все хотят уехать в другие города России, целых 37,8%. Вузы Москвы также занимают чуть меньшую позицию. Вузы за пределами Российской Федерации всего 1,8%. Что касается учреждений среднего профессионального образования Республики Коми, то они пользуются популярностью среди выпускников 11 классов. В техникуме и колледже нашей республики будет поступать 4,42%. В техникуме и колледже в других городах России 2,23%. И меньше 1% это техникуме и колледжа Москвы, Питера и за пределами Российской Федерации. Рейтинг образовательных организаций, востребованными 11 высшего образования Республики Коми, является самый большой. Это у нас Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет. Меньше позиций занимает Коми Республиканская академия государственной службы и управления и Сыктывкарский лесной институт. Я немножко перескочила. Рейтинг специальности. Ой, извините, Рейтинг образовательных организаций СПО выглядит следующим образом. Да? Самый популярный остается Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова. Далее идет Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Далее Воркутинский политехнический техникум, Воркутинский горно-экономический колледж и Воркутинский педагогический колледж. Самым распространенным каналом получения информации у выпускников
И 9-11 классов на сегодняшний день является интернет. Им пользуются 52% учащихся, 19% используют справочники профессий и 12% учащихся принимали участие в беседе с профессионалами. Вот на слайде мы видим мотивы выбора направления профессиональной подготовки выпускников 9 классов. На сегодняшний день самым сильным мотивом является это высокая заработная плата. Далее идет интересное содержание работы, возможность карьерного роста, возможность реализовать свои способности и престижность профессии. К сожалению, сейчас вот возможность работать в одном городе или селе в основном выпускниками не учитывается. Что касается мотивов 11-классников, то мы видим разницу лишь в том, что у 9-классников да, в общем, в основном это высокая заработная плата и интересное содержание работы. Самые два главных мотива выбора профессиональной деятельности у выпускников. На слайде представлен процент использования форм профориентационной работы в общеобразовательных организациях Республики Коми. Как мы видим, информирование о профессиях и ситуациях на рынке труда занимает самую большую позицию. Экскурсии на предприятия, в организации и учреждения также проводятся, и экскурсии в учебные заведения. Почти в каждых учебных заведениях происходит тестирование и анкетирование учащихся, да? И о информировании о правилах приема в учебные заведения. На вопрос о том, какие бы формы хотели бы проводить, все учащиеся ответили, что не хватает очень мастер-классов. Вот всем хочется принять именно непосредственное участие, поработать руками и окунуться в профессию. Так, что касается у нас выпускников, профессиональных намений выпускников детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ходе исследования было опрошено 176 выпускников общеобразовательных организаций Республики Коми, имеющих проблемы со здоровьем. Было выделено две группы детей, имеющих проблемы со здоровьем. Это ученики со статусом ребенка-инвалида, их всего 104 человека, и учащиеся со статусом ребенка с ОВЗ, их всего 72. Из них обучающихся в 9 классах 114 человек, обучающихся в 11 классах 62 человека. С направлением профессиональной подготовки выпускников 9 классов с различными категориями здоровья определились в среднем на 61%. Ну, это примерно так же, как выпускники 9 классов, не имеющих ограничения по здоровью. Определились с направлением профессиональной подготовки среди выпускников 11 классов респонденты со статусом ребенка-инвалида 78,7%, меньше учащиеся с ОВЗ 65%. Не определившихся в выборе профессиональной сферы больше всего учащихся 9 классов с ОВЗ, это 39, и меньшее количество не определившихся 11-классников со статусом ребенка-инвалида, 21. Дети со статусом ребенка-инвалида хотели бы работать в следующих сферах. Это информационные системы, здравоохранение и государственное управление, юриспруденция. Меньше всего желают работать в сферах связи, промышленном производстве, экономике, бухучета и социальной сферы. У детей с ОВЗ 11,54% испытуемых выбрали сферу спорта и 7,69% сферу предпринимательства. Вот здесь на слайде у нас есть количество общих детей и сколько детей определились с выбором и не определились. Да? Вот, мы видим рейтинг образовательных учреждений, учащихся 9 классов. Для детей инвалидов и для детей с ОВЗ.
Вот Сыктывкарский колледж сервиса и связи, Ухтинский государственный технологический университет по 4 человека, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, да, это по 2 человека, Сыктывкарский политехнический техникум, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина вот, могут ждать к себе учащихся инвалидов. Учащихся с ОВЗ, это Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский колледж сервиса и связи, Сосногорский технологический техникум, Бахкутинский горно-экономический колледж и Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова. Что касается выпускников 11 классов, то это детей-инвалидов могут ждать Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, да, имени Куратова, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, Сыктывкарский автомеханический техникум, Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Микульский железнодорожный техникум, Ижемский политехнический техникум и Сыктывкарский лесной институт. Были выбраны учащимися 11 классов инвалиды. Да? И с УВЗ, учащихся 11 классов с УВЗ, это Сыктывкарский автомеханический техникум выбрали и Ухтинский медицинский колледж. Да. Ну, из общих выводов можно сказать, что большинство выпускников 11 классов ориентируются на получение высшего образования, 73%, да, брошенных. Среди выпускников 9 классов 39% планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования и немного больше в учреждения 10-х. 41,9% выпускников продолжают обучение в общеобразовательных организациях. С выбором направления профессиональной подготовки не определилось 7,7% выпускников 9 и 4,16% выпускников 11 классов. Причины, затрудняющие выбор профессии девятиклассниками, были в том, что они не уверены, какая специальность больше им подходит, это 37% испытуемых. Интересует несколько профессий, 26% респондентов. И выбор профессии будет зависеть от оценок в аттестате у 8,73% респондентов. Основными причинами, по которым выпускники 11 классов не могут определиться с выбором профессии, является незнание, какая специальность им больше подходит. Так, большинство неопределившихся отметили, что испытывают трудности построения личных профессиональных планов, но при этом не нуждаются в помощи психологов и профконсультантов. Предпочтительными сферами деятельности для девятиклассников в целом будет являться здравоохранение, информационные системы, транспорт, культура, государственное управление. Наиболее популярными среди выпускников 9 классов направления профессиональной подготовки могут уже озвучить, да, сельское дело, автомеханика, физкультура, преподавание начальных классов. Предпочтительными сферами экономической деятельности для 11-классников являются также здравоохранение, юриспруденция, информационные системы, государственное управление. Среди сфер профессиональной деятельности, не представляющих интерес для выпускников, остаются одни и те же позиции. Это маркетинг и реклама, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и торговля. Большинство... Да, ну вот в целом, конечно, мы уже сказали о том, какие специальности, какие учебные заведения должны готовиться к поступлению в вузы. Я думаю, что информацию мы потом направим, да? Естественно, да? Ну, конечно. Угу. Поэтому таким образом вот результаты мониторинг состоялся, и вот его результаты будут опубликованы на сайте Министерства образования. Все, да? На сайте Крайона, наверное, тоже. Да? Все, да? Угу. Спасибо большое. А можно попросить вот этот переносчик, который, я понимал, с кем я общаюсь? Может было, да. Там надо еще он сюда, да, написать. Ну, вкратце, чтобы тратить время. Ну, давайте построим так, учитывая, что все-таки круглый стол. Я понимаю, что у вас, у каждого в вашей работе
вот статистика, которой вы обладаете без того, может быть, лучше нас, бесспорно, да, что происходит. Вот. Начнем с плохого. Понимаете, вот если 0,74%, которые не работают, не учатся, то сколько людей? Это 700 человек. А теперь давайте представим, что такое 700 человек, которые не хотят сделать что-то. Но, может быть, вопрос, собственно говоря, не совсем к вам, или к нам, там, и так далее. Ну, вообще-то к нам тоже, ко всем. Это к родителям, это к учебному заведению, это к самой системе и так далее. И вот обратите внимание, да, вот я, может, перескакиваю, но это так на мысль, что потом хотелось бы каждого услышать и высказать свое мнение, и главное, потому что это очень важно нам. Ну да, сделали анализ. Сделали 2 человека этот анализ. Сейчас разместится очень удачно там на сайте КРУ, на сайте Министерства образования. Дальше что? Вот. И начинается самое интересное. Вот обратили внимание, этот Сыктывкарский, я говорю по ЗСПУ. Высшую школу не беру, потому что это другая история, и она сейчас не совсем интересна. Качество подготовки и образования вот этих 4 вузов, которые у нас, начиная от Академии, Лесного, Сорокина, СГУ и, собственно, Ухтинского, да, это абсолютно разные структуры. Разные. 2 из них федеральных вуза. И вот смотрите, казалось бы, республика в своей, так сказать, в своей структуре, это довольно-таки промышленный регион, вот. Но этот промышленный регион начинается с Ухты вообще. И вот обратите внимание, там Воркута, да? В рейтинге они самые большие. Но нигде не прозвучал Исламский техникум. К сожалению, не прозвучал знаменитый технологический техникум. Да? Фу, извините, политехнический. Прошу прощения. Вот. Сосногорска почему-то там и так далее. Да? Ну и так далее. И как вот хотелось вот от вас услышать. Учился, тратил деньги, а он засобирался в Питер. Там, или в Москву, или еще куда-то. Да? Я уже не говорю, допустим, о таких вещах, как наш лицей, допустим, Пушкина, да, и физмат при СГУ, который ни один человек не остается здесь. Хотя каждый стоит в год, я вам даже боюсь назвать эту цифру. Понимаете, это бюджетные деньги, которые вот налоги наши и так далее. Но это редкий случай, когда он, естественно, настроен так человек, его что-то еще настраивает. Не идти ни в СГУ, ни в технический университет, а уезжать в Москву, там, ГИМО и там все эти красивые названия, да, и так далее. А потом мы получаем через 5 лет, ну не от всех, конечно, обратно, наркоманов и всего прочего. Ну это ладно. Я хотел бы от каждого из вас услышать свое мнение на этот счет. Как вы видите дальше эту работу? Потому что нам спасибо, что Ангелина и Мария Владимировна нас тоже, так сказать, мы подверглись какой-то определенной модернизации, реорганизации, постоянно нехватки специалистов и профессионалов. Но вот девушки сделали эту работу, я считаю, она вполне достойна, она нужна, эта работа. Вот. Ну, не останавливаясь на статистике, хотелось бы услышать от вас основательно, так сказать, что нужно поменять, что нужно вот эти цифры, которые вы слышали, как-то кардинально изменить. Я вот недавно начал разговор, да, с вот этой вот системой, национальной системой профессиональной квалификации. Кто не знает, как мы обещаем, конечно, честно. Можно смотреть. О. Вы знаете, что? И вот самое страшное. С 16-го года, даже раньше, в 16-м это уже началось такое движение мощное, да? В 16-м году, в середине, был издан федеральный закон 238. Вот если вам не сложно, запишите, пожалуйста. И вот сегодня, вместо того, чтобы смотреть Дом 2, посмотрите, пожалуйста, этот закон, почитайте. Ну, я условно, чтобы вас взбудоражил. Ну, не Дом 2, еще что-нибудь подобное. Выборы прошли, вы уже там нечего смотреть. Так посмотрите. Игру престолов можно смотреть. А? Игру престолов можно смотреть. Это ужас какой-то. Ты смотришь «Игру престолов»? Я один раз все сериалы трое суток смотрел.
Ну, ты просто ехал в поезде. Нет, я просто Ясно. смотрел. Повторите, пожалуйста, номер. 238. 238. Машенька, а можно принеси, пожалуйста, вот эти наши штучки? Несколько штук. Это все начинается с чего, собственно говоря? Вот если говорить сегодня уже о таких глобальных вещах, как о политике, экономике и так далее, да, а, собственно говоря, к чему мы, собственно, идем? К чему это все мы делаем? А для чего это все? А для чего? Вот смотрите, технических специальностей-то нет, а это экономика. Там процент меньше. Если кто внимательно слушает, потом посмотрит раздатку, вы увидите, что в тот же хоть и не рейтинг нам дают большие, технические техникумы, СПО, да, и вузы, тоже в Кирске, да, готовят. А все рвутся почему-то на повара, потом эти парикмахеры, в общем, все остальное. Туризм. Какой туризм? Ну, когда мы перестали Туризм себя... — это ведущая отрасль, это Сегодня. в экономике. Ну конечно. Нет, это приходит только с мозгами. Оно туда будет, да, когда в том регионе, куда можно поехать и видеть прекрасные места, увидеть историю, увидеть природу, где это все будет, инфраструктура выстроена это самое. А когда туда нельзя доехать, для начала, и так далее. Вот мы говорим сейчас... Нужно выстраивать через туризм и в Москву. Нет, я же не говорю, что это зло, там этого сделать нельзя, не надо. Я вам скажу, это очень... Мы даже не знаем, вот многие, к сожалению, да, живя на этой земле, я сам с Украины, для меня тоже как бы разные вещи, да, это давно было, приехал вот, на север, поэтому, ну, когда я попал и меня парализовал, я все время говорю, от той красоты, от той природы, от той вообще. Ну и вокруг сразу инфраструктура, которая все портит. И грязь, и дороги нет. И бросили, и испачкали, и сломали, и все остальное. Ну, сейчас вопрос не в этом. Мне бы хотелось лучше. Задача-то наша такая сегодня. Не сухая статистика. Все это понятно. Все это почитают, министерство увидит, все отрапортуют. Там. Еще пилотный проект пройдем, потому что она очень красивая, недавно девочка, она сделала очень умно. И она сделала так хорошо и правильно, как не делали до минуты. Нет, а можно было еще в эту статистику, вот вы сделали, да, что рейтингом большим пользуются педколледж и медицинский, да? Но все равно они же всех принять не могут, допустим, в анкетировании какой-то вопрос. Если вы не поступите, какой вы предпочтете другое СПО, например? Вот, допустим, политехнические много идут, к нам в индустриальный колледж тоже. У нас же есть эти контрольные цифры. Мы же каждый год у нас идет набор. А получается, что индустриальный колледж вообще популярностью никакой не пользуется. Хотя на строительство к нам идут, у нас постоянно и после 11 класса группы есть, и после 9 и заочников мы набираем 25 человек. Я так думаю, что Ангелина, так, наверное, что это видела в документах. Можно я отвечу? Сейчас, одну секундочку. Девушки, отвечу на секунду. Вот смотрите, когда составлялась анкета, ее пришлось переделать, там, формат, ее, там, и так далее, да? Во всех спрашивали, Ангелина, может, какие-то предложения, чтобы эту анкету, предложения Внести. А? Внести вопросы в анкету. Внести какие-то, что вы видите сами, вы же вживую общаетесь с этими детьми, там, понимаете, в чем дело? Я считаю, что это... Мы с детьми общаемся, вот они к нам приходят, у нас каждую среду и четверг производственное обучение, да, там электрики, почему-то электрики, потом отделочники, ну, строительные вот эти наши. Они приходят непосредственно на производственное обучение, и преподаватели спецдисциплин, они как бы дают им тоже что-то сделать в этом производстве. То есть мы с детьми вот так вот, получается, общаемся, да? А так, чтобы вот они просто пришли там, походили, то есть я думаю, смысла нет. Важность анкеты в том, что она независимо от техникумов проводилась. И Да. проблема в том, не в том, что там у вас в колледже или там техникум, не у нас техникум, а проблема в том, что отсутствует информационное сопровождение деятельности системы СПО. Да. Вот в чем проблема. Каждый техникум отдельно что-то где-то делает, а в целом система справочники, информационные странички на коме, телевидении, в информационных сетях, значит, ну, они справочники есть, но они не розданы.
Они не Они же имеют возмущаются, такого потом вот Клеро это все делает, они возмущаются же, потом высылаете электронный справочник нам. Мы же вам ежегодно подаем информацию, да, где мы набираем, что у нас есть, и оно потом на сайте. Но это как бы... Сайты эти не читают. Сайты читают, что Владимир Петрович сайты другие сайты. Имеется в виду, что информационно То есть сейчас такого не нет, развито. как раньше вот был закреплен мастер и преподаватель классного руководителя за школой. То есть они должны там выполнить свою какую-то, пришел в школу, рассказал 9-11 класс. Сейчас такого нет. Сейчас присылают письма с районов. Так, едем, все, сделали мастер-класс, поехали, все. То есть, Да нет, то, что формат нужно менять вообще, вот за это я считаю. Вот лично просто мое мнение, ориентация, да, да, надо... обязательно отвечает вообще-то, вот человек находится, Ижма, возьмем Ижма, да, или там любой там отдаленный, там та же Воркута. Есть управление образования. Вопрос. Получаешь зарплату неплохую, являешься чиновником на государственной службе. Почему дети не хотят прокомментироваться и сказать, что я вообще не знаю? Ну ты за это отвечаешь. Вот прямую надо ставить зависимость. А я буду это делать. Мне вот вас послушать, я буду выходить с инициативой, вплоть до того, что с законодательной, и в Госсовет, и посмотрим, потому что это менять надо обязательно. Во-первых, очень важно, вот смотрите, из 25, 28 у нас, собственно говоря, учебных заведений, организаций, да, внутри из них вуза, возьмем, а остальные 25. А сколько вас? Что нужно брать? Какую машину подогнать, чтобы вас привести сюда? Ну какой Майбах? Ну, я понимаю, каждый в своих потребностях. Но вот академия, да, ну, потому что все равно там у меня подруга, как говорят, понимаете, в личной беседе и так далее. Вот, а остальные 25 человек, тут 25 человек нужно сидеть. Это минимум. Вот он пришел чисто из личных отношений со мной. Это я 100% уверен. Потому что у него проходит сейчас конкурс, и надо ему обязательно со мной пообщаться. Это впервые круглый стол проводится? Или это Ну, вот я вам скажу, вот как он вообще, собственно говоря, существует работа, которую, ну, в любом случае надо планировать, да? И вот когда понимаешь, а что же, где зацепиться за какие-то вещи, которые актуальны вообще-то, да? Вот. Ну, и смотришь прошедший период. А что же было? И когда понимаешь, ты начинаешь сравнивать два момента, ага, в прошлом году, позапрошлом году был вот мониторинг, а как же у нас сейчас, то есть в любом случае. И составляем план работы. Вот тот же методический центр, который возглавляет Клеро, да, хотя, честно говоря, к образованию не имеет никакого отношения. Но, ну как не имеют? Индустриально-педагогический техник, а потом вузы и все остальное. Но, и даже педагогом был где-то 4,5 года, мастером по изучению, преподавателя, но это было очень давно, поэтому как бы так. И вот понимая по мере, так сказать, своего нахождения на этом месте, и кроме того, я возглавляю союз промышленников республики, мне нужно сегодня в экономику специалистов, а не то, что вы нам даете, не обижая никого. А я вас вот поэтому, почему я вас хочу зацепить, все-таки разозлить, может быть, да, чтобы вы возразили завтра. Я вот вас всех вижу здесь. Если вы не придете на 21 число на мероприятие, которое будет семинар, я попрошу всех ваших директоров объявить вам выигрыш. А? Есть, да? 21. Значит, Нет. Поэтому знаете что? У нас приглашения нет. 21 числа будет онлайн-семинар, его можно будет посмотреть по интернету. Маша, я знаю, что вы смотрите, вот эти организации, пока вот люди здесь, потому что они сейчас получат удар первый, да, а остальные-то, кто не пошел, те будут просто вот смехаться со стороны, но им будет хуже от этого. Может быть, просто почту и всем присутствующим отправить. Ну, это я, конечно, пошутил там. Никто никого не собирается. Это самое. Желание. Завтра будет тема очень мощная. Я вам скажу. Завтра будет две темы. Скажите, пожалуйста. У нас две темы будут, да, если уже перескакивать, но значит, будет семинар разработка образовательных программ СПО с учетом профессиональных стандартов. Идут, да? Да, Вот, это очень важно, да? Потом, ну, у нас будет 27-й круглый стол подготовка к независимой оценке квалификации учащихся СПО. Вот. Ну, вот понимаете, меня что убивает? Вот я с вашими директорами СПО общаюсь, довольно-таки часто, очень часто, на всяких там мероприятиях и все прочее.
Вот. И вот, честно говоря, я начал понимать, что я уже начинаю надоедать за этот закон, и его упорно не хотят читать. И вот когда честно вот признаетесь, да, мне не слышали. А вы знаете, что с 1 января 2019 года вы на работу не пойдете и не поднимете независимую оценку. И ваша будет зарплата равна нулю, потому что нужно независимая оценка пройти, определить свою профессиональную компетенцию. Вы понимаете? Кроме того, уговаривали сегодня всех, уговаривали создать центры оценки квалификации. Вы там в законе прочтете, где русским языком написано, что создавали центры оценки квалификации по направлениям, отраслям и так далее. Приоритет. Вот представьте себе, ну, может быть, я не думаю, что такое отстойно там в регионе входит, кто-то лучше. Кто-то даже уже приходит к нам и звонят мне и учатся, собственно говоря. А что же вы там такое творите, что у нас вообще ничего, а у вас это самое. Я хотя бы желание этого появилось, вот лично у меня, да. А мне, как вице-президент Союза промышленников, у меня просто, это моя основная задача сегодня. Потому что мой президент что-то сказал, если мы сейчас этой работой не будем заниматься, все, можно закрывать двери и идти домой. Вообще. Потому что в экономику приходят неграмотные люди, постоянно с ними приходится заниматься, тратить на них время. Корпоративные есть вещи, которые в таких вещах, отраслях, очень сложных, это, ну, для примера, я вам скажу, энергетика. Конечно, та программа образовательная, которая есть у вас, но она не таким образом, я их смотрел. Кто электрика учит? Ну, не автоэлектрика, а электрика силовиков у вас, да? Вот. Она не соответствует просто данным, которые требуют сегодня написать. Вопрос тогда. Скажите, может быть, я не знаю. Зачем? Зачем, чтобы было? Зачем было, если он пришел, и он не нужен? Ну вот я вот говорю, у нас есть лэповцы, да? То есть это электромонтажники, они высотники. Почему тогда мы делаем лицензирование на эту специальность, там, что еще, аккредитацию, Вот. когда у нас нет базы, а нам там отдают доходы в министерстве, значит, что-то от них... Ну, понятно, что как бы собака зарыта как бы не совсем здесь. Ну да. Понятно, что это самое. Не поверьте, ради Бога, только не воспринимайте, что я лично вас обвиняю. Да нет, конечно. Система так выстроена. Вот сегодня тоже Министерство образования Российской Федерации обращается в Союз промышленников России. Помогите нам с теми приоритетными профессиями и специальностями, которые нужны сегодня вообще. Ну, вы все знаете прекрасно, что есть такой топ-50, да? Вот, прошли эту ситуацию. Каждый из вас, только тихо, не ставьте свои фамилии, скажите, а кто нужен, кто нет в этой строчке. И я 100% уверен, что каждый из вас поставит как минимум 10, которые без даты там находятся. Поэтому, вы-то не можете образование решить, а какие же нужны? Мы решим это с промышленников, которые мы знаем, что сегодня это самое. И что получается? Вот я перескочил. Вы дали нам человека, он пришел, и мы начинаем заниматься учебой. Воспитанием. Первое. Родители не воспитывают, СПО не воспитывают. Стоп. Ну, да, потому что я почитал, а вы у нас, педагог, организатор, да? Это вы? Да. Ольга Станиславовна. Понял. Но я еще за профориентацию ответственна. Вы попали. Мы попали сейчас, если вы не знаете, что такое 238, 239, 251, я первый попрошу, чтобы вас ко мне направили на экзамен. Посмотрите, вот, и что получается? Пришел, этим ребенком занимаются, вашим выпускником. Он пришел, поручили ему, естественно, поручать, он же должен получать зарплату. А вы смотрели по рейтингу, который Маша сделала, а там первые приоритеты, что? Зарплата высокая. За что? Для начала. Преподавая в лесном, прихожу на лекцию и говорю, заполнил, защищаю диплом, но понятно, дипломы тоже, там курсовые, всякие. Задаю вопрос. Ну, все по части этого самого автомобильного транспорта, механики, будущие инженера. Какая зарплата? Эшевый, не Сэшевый, инженер говорит. Ну, вообще-то,
Ну сколько тебе, говорю, нужно вот так, потому что он говорит 20 рублей, 20 тысяч. Представляете? И я зауважал этого человека. Не потому, что он скромно сказал 20, хотя прекрасно я понимаю, и все присутствующие понимают, что 20 даже на улицу выходить нельзя. По одной простой причине, заплатив коммуналку за детский садик там, или еще за что-то еще, на питание остается ровно 0,70. Поэтому, конечно, грустно. И начинается работодатель заниматься вот этим человеком. И вы представьте себе, сколько вы выпустите в этом году? Борис Иванович, механиков сколько выпустите? Не понял. Механиков. 60? 60 человек. Вот представьте себе. Почему идут на механику? Что права, да, у вас там? Другой цене, нет? Раз уж меня перебили, говорить не дали, я же хотел ответить на первый вопрос, сразу будет понятен мне этот ответ. Значит, почему идут люди на механиков, и вот с учетом вот этого, то, что мы сейчас заслушали, значит, первое, вот, когда это, отвечая на ваши вопросы, отвечая на ваши вопросы, значит, в Сыктывкаре и в Республике Коми, вот почему такой разброс, вот что говорит Владислав Петрович, нету перечня востребованных профессий. Вот сейчас, если взять и службу занятости, и другие специальности, и... Я бы вообще зарплату не платил, это однозначно. Сейчас я скажу. А пропаганда сплошная. Не. Сейчас я Если скажу. обман и ложь, вот и все. Обмана лжи нет никакой, есть ряд недоработок. Значит, и почему едут в Питер и в Москву? А в Москве, в Питере есть перечень профессий. Выпускник СПО, он знает, что этот техникум работает, пойдут на то предприятие. И это все в Москве, в Питере система работает. Там, потому что они ближе к западу, эта система работает. В Сыктывкаре этой системы нет. Но при этом, Владислав Петрович, мы готовим, все здесь готовят, и в день выпуска, допустим, 1 июля или 30 июня, наплыва в службу занятости нет. То есть все наши выпускники востребованы. Все. А вот работодатели в лице Союза промышленных предпринимателей, а вот работодатели, беря на работу, почему-то не заявляют, что им нужны такие профессии. То есть, Отвечаю. а это не вопрос, это предложение наладить работу. Отвечаю тебе вот на тот, ну, вы говорите, реплику, там, предложение и так далее. Первое. Значит, я вот считаю, служба занятости как институт, это вообще структура, которая живет бюджетные деньги и никакой пользы от нее нет. Это однозначно. Может быть. Вот, единственное, что вести учет, вот кто не пошел на работу и пошел, а сейчас, оказывается, такие деньги платят учет. Так они не идут, наши выпускники не И идут. меня вот эта цифра, что Маша сказала, Елена, Маша, что 0,74, да, или 0,76, не хочу никого не другой, это кошмар. Значит, мы общество, опять же, возвращаясь, ты и я, в том числе, родители, государство, так, кто еще, она, как педагог, ничего не сделали для того, чтобы вот эта цифра не было. Эта цифра, она субъективная. К нам эта цифра никакого отношения не имеет. Объясняю почему. Потому это не у нас, это школа. А в школе... Давай сделаем вопрос Подождите. Я в советское время работал зав. Кабинетом профориентации. Я вел уроки выбор профессии в школе. Сейчас все это умерло. Были учебники, была нагрузка, платили деньги, значит. Я вел вот эти уроки профессии, значит, и проводил это тестирование. Я когда вернулся в образование, я поработал школяриком в школе немножко. 3 четверти, да. У меня опять горячо там было. Я полгода назад ушла со школы, и могу вам ответить. В школе? До этого направления в школе руки просто не доходят. Когда приходит анкетирование, оно проходит бегом-бегом, головом-головом. Ну, на первом месте, я честно, но на первом месте, честно, мы всегда говорим, девушки никогда не врут, я вообще ни одной девушки не обманул за свою жизнь. Ты просто не попадаешь, а меня постоянно обманывают. Просто мы вовремя обо всем договаривались. Зачем я там ходил, да. Рекламу сделал. Владислав Петрович, вот в чем вопрос. В школе пожарные занимаются, в школе конкурсы пожарных, гаишников, милиции и так дальше, значит. А профориентация и вот эти вот все мероприятия, они, как вы сказали, руки не доходят.
Мозги не доходят, а не руки. Просто сделали, допустим, вот сколько там в этом, в механическом профориентация, да, идет ярмарка профессий, загонят этих школьников, сколько там школ у нас. Да. Вообще, мне понравилось, было 2 года назад Министерство образования в Ленове проводили большую ярмарку профессий. Почему в том году ее не было? Там было очень интересно, мне кажется, это надо как-то или возобновить, или восстановить, я не Я знаю. могу просто пообещать, что там можно сделать. Потому что там, во-первых, студенты из Ну, это Министерство образования. Это сделано. Причем это же можно Ярмарка сделать вторичная. культурно. Первичный Ярмарка военных профессий, например, только. Ярмарка рабочих профессий. Да, да. А то соберут там и повара, и там парикмахеры, все в одну кучу, и это потом, и они бедные не знают, куда деться. Не уходите от темы, не забалтывайте вопрос. Первичен список востребованных профессий. Первичен. Ярмарка, все это механизмы, это кто-то будет собирать, получать деньги, зарабатывать, там, таскать зад-вперед оборудование. А не будет списка, вы какие угодно ярмарки проводите. А куда потом они пойдут? Они, да, они придут, там, вот как мы таскаем этот сварочный аппарат, пластиковые трубы варят. Ну, просто таскали, повозили. А при этом, Владислав Ильич, при поступлении на артиста есть какие-то там требования дополнительные? На сварщика идет, и медсправки не надо. Да. Он отучился 3 года, доходит до практики, вот до вас, помните, мы с вами когда работали, доходит до практики и начинает медкомиссию проходить. А медкомиссию не проходит, что он там 1,5-2 года делает? Хорошо. Я понимаю, мы можем говорить только с мнения, и это нормально. 3 предложения я высказал, я их запомнил. Нужно, что каждый из вас, никто не отмолчался, как скромные люди есть среди нас, не отмолчался, и каждый внес определенное предложение, чтобы мы могли как-то выстроить это все, проанализировать, сделать выводы и для себя, и для вас, и чтобы вот эта вот наша беседа, ну, просто не прошел просто так, не для галочки, абсолютно. Поверьте, допустим, люди, которые с производства, им галочки не нужны, это однозначно. Потому что если только галочка, это уже все, это смерть. Потому что все переводишь на рельсы реального времени и коммуникацию. Да? И что, собственно, дает результат, собственно говоря. Мне бы очень бы хотелось. Все мероприятия, которые вот, проходят и будут проходить. И вот, кстати, 2 марта был у нас очень мощный форум по внедрению национальной системы квалификации. Но вот видите, я вас ваших не помню. Да. Почему это происходит? Мне просто страшно. Я WorldSkills занимался. Да, Ну, тебе это самое. Все WorldSkills был, да. Ну, WorldSkills, да, согласен. В то время был WorldSkills, и мы потом вместе и объединили и форум наш, и WorldSkills у вас, и даже ПНС Я сегодня для сцены приготовил. Вот, так что вот такие дела. Хотелось бы, конечно, реально данные, Маша, можно, собственно, как-то дать и сайт наш, и телефон, Можно? и электронную почту и так далее. Сейчас. На секундочку я замолкаю. И чтобы, пожалуйста, если есть возможность, с коллегами пообсуждать, и всегда вот отдел методический центр наш открытые двери для всех и так далее. Нам тоже сложно, нам тоже это самое, но самое главное модель подхода. Если нормально, то она будет результат. Потому что у нас еще больше ждут задачи, это вот первый этап, опрос номер. Хотя это тоже очень важно, хотя для понимания там, и всего прочего. И вот эти я вам раздал да, материалы. Не потому что там в виде рекламы, поверьте мне. Разрекламировался уже вот так. Нет, Если вы откроете, а что? Вы правильно сказали, я закон-то читаю внимательно, я усилю слова Владислава Петровича, там в законе четко написано. Кто-то меня выступил, ладно. Да. Нет, подождите, я правду всегда говорю, мне уже терять нечего, жизнь заканчивается, пора итоги подводить. Что-то, да, такое, как задвинул такой путь. И тут четко написано, и тут вот статья 11, никто ее не читает. Все начинают читать закон вот эти о независимой оценке квалификации, а до 12 статьи никто не дочитывает. Так нет, ты можешь сказать, что даже никто не начинал. Многие начинали, а я уже второй годы зачитываю, значит.
А тут четко написано, в случае, если федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, то есть наши выпускники, чем это предусмотрено настоящим федеральным законом, Занимается пустым. за исключением случаев, предусмотрено там, статья 1, применение указанного закона, при применении указанного порядка допускается отсрочить до 1 июля 2019 года, что сказал Александр Петрович. Нет, потому что общество было не готово. Вот он очень долго читал, я вам объясню. А предмет? В 2016 году закон принят, 1 вступил в силу 1 января 2017 года. 17 прошел, начались движения, начались открывать центры, независимые центры, ЦОК, вот, или экзаменационные центры. Очень много. Вот мы открыли ЦОК по сварке 29 по России. И все тормоз, штопор. Я больше не могу раскрутить эту машину, эту динамо, раскрутить по открытию ЦОКов. А шок будет, шок. Самое интересное. А я с другой стороны, вот так, я все мальчик уже большой, я даже отсядал, так я буду смотреть со стороны, как вас будет владелец работать. Я буду только рад. Ну, конечно, обычно, да? Но у вас тогда. Но то, что будет сегодня, вы посмотрите. Каждый человек, вот откройте. Вот последний, приведу пример, который очень такой, яркий, будем говорить, да, который четко, ясно даст вам понимание всего того, что я говорил. Буквально недавно, какой-то там месяц-полтора, Министерство строительства нашего приходит, не строительство, а Министерство жилищно-коммунального хозяйства, тарифов и ТТТ, приходит бумага с России. Создать в каждом министерстве отраслевом, это касается всех, и строительства, и образования, и торговли там и так далее, там сельского хозяйства и всего прочего, значит, создать координационные советы по применению, слушайте внимательно, профессиональных стандартов. Открываем. Если у нас год назад было их 800, сейчас 1260. 100% те профессии, с которыми связаны вы в своей деятельности и вы лично, там есть. Если где-то нет, обращайтесь сюда, мы моментально это все формулируем, и Минтруд по нашей заявке этот профстандарт создает. И что получилось? Значит, там координационный совет в сфере ЖКХ. Почему в сфере ЖКХ? Очень проблемная область. Понимаете? И каждый из нас косвенно или прямо с этим связан. Да, почему? Потому что это оплата за коммунальные услуги, это стоимость услуг, это самое, насколько это все правильно и квалифицированно делает и так далее. Но не буду даваться в такие тонкости, но хочу сказать, что вы думаете, министерство не нашло специалистов для того, чтобы включить в этот координационный совет. Они прибежали ко мне, начали меня уговаривать, что я вошел в этот совет, и чуть ли его там не руководило. Я говорю, вашу зарплату 5 человек сюда, мне, Маше и Ангелине достаточно будет. Если у вас 10 чиновников собрать кучу, у нас где-то будет 1350, не теряй сознание, и это самое, и все будет нормально. Тогда так. И вот они сейчас, а им нужно, и у них там сроки стоят, 16-й год. Вы понимаете? А все очень просто. А чего начинают? В пот бросает. Это сам. Я говорю, кадровика сюда, быстро. Сидит министр, замминистра, еще один зам. И я с ними, с детьми, приносил с отдела кадров список, штатное расписание, номинальной профессии. А у них же очень много предприятий, которые им подчиняются, государственным, с долей частью государственного партнерства и так далее. И номинальная профессия. И профстандарт. Какие профессии это профстандарт? Ну что, вот так вот положить две бумаги и возьми, приведи в соответствие с профстандартом названия. Но если ты его назовешь вот так, Иванова Ивана Ивановича, да, или, допустим, вот Ольгу Станиславовну, назовем ее по-новому, по профстандарту, так она должна и соответствовать, а не соответствовать этому ТКС, где написано «умею, знаю», что там еще, бред этот собачий, который никому не нужен абсолютно, а он не определяет профессиональную подготовку и профессиональную компетенцию человека. Но никак. Сварщик 4-го ряда должен уметь, да? И что это моего? И компетенция.
И это самое, ну да. И, допустим, 5-го разряда. Приходишь в учебный комбинат или центр, да? Пришел, заплатил 1005, корочку дали, повесил погоны и пошел, стал получать по первому пункту хорошую зарплату. Ты понимаешь? Все. Никто тебе эту компетенцию, никто не собирался ее повышать. И даже те, кто принимает этот вот экзамен, они не имеют права это делать, потому что они не допущены к этому. Они не являются экспертами, они не имеют сертификации. И вообще полный бред. И сплошь и рядом. Так я призываю вас, пока еще жив, пользуйтесь. Давайте поменяем все обязательно. Поменяем. Придите вот сегодня на работу, скажите директору. Я уже Волощук долдонил. Сколько раз? Я же пришел. Ну ты пришел, я говорю. Лариса Васильевна, где твой кадровик? Она стесняется, понимаешь? Она просто боится расписываться, есть такое слово, компетентность. Но она директор. Да ты сядь, положи, кадровика пригласила, так положи бумаги. И приведите в соответствие, вы будете видеть, с чего начинать. Кого долбать, кого учить, направлять. Потому что хорошо ты там имеешь и образование в этой отрасли, ты экспертом, в принципе, не являешься, но ты Являюсь. ну еще кроме того, если ты прошел где-то там. А все это схема. Мы можем, собственно говоря, учитывая, что у нас это все аккумулировано здесь, да, ведь вот это все формируется Национальным агентством развития квалификации. При Союзе промышленников есть такая штука. А мы являемся как бы на месте вот этого Национального агентства развития квалификации, являемся методическим центром администрации. И когда вы откроете и то, что уже сделано в республике, когда откроете там вторую страничку, да, и увидите вот это увидите. Вот это то, что РУД создал уже. Ну как РУД, с Божьей помощью и все остальное. Это там российский уровень и пошло. Я написал Гарпетову письмо, с чего начал. Сергей Анатольевич, нам нужно в республике создать координационный совет по внедрению национальной системы квалификации. Через 3 дня приходит ответ, одобряю. И пошло. Создали координационный совет, создали методический центр, его надо было кто-то прикнуть, кому-то. Все коснулось финансов, этих проблем, но это другая часть. Но в итоге, и все, кто здесь, это самое. И вы не знаете, не представляете, что стоило, сколько нервов, сколько всего по созданию вот этого сока в асфальте. 8 месяцев. Но все-таки открыли. И что вы думаете? Силой затащил технологический два. Технический. Политический. Это не сила, это я еще вам помогу. Вы разнарядку на 5 дали, а я 15 привел. Нет, на ну, энтузиазм. я же хочу, чтобы ты возразил, чтобы Энтузиазм. да. Короче, единственный техникум, да, заявился 14 человек, мастер по производственному обучению. Результат. Вот самый главный результат. Защитилась, вернее, прошли независимую оценку по самому низкому уровню. Второй. Ну, учитывая, они же еще учащиеся, то есть к ним требования минимальные, да. Вот, они прошли теоретически, собственно, экзамен практически, и из 14 человек, 4 человека. Но эти люди рассказывают итог. Во-первых, они имеют сертификат, что он уже независимо от оценки подтвердил свою квалификацию. Их всех разобрали на работу сразу. Потому что когда этот экзамен проходил, а проходил он на базе Хэммона в Эшли, и согнали туда работодателя, и всех разобрали. И всех разобрали. И даже этот парень, который... И вот сегодня я хожу, на вас спрашиваю, чем занимаешься? Он говорит, я сегодня занимаюсь повышением квалификации. Никто не идет на независимую оценку. Я вот, и сейчас еще раз хочу сказать, что я просто жду 1 января 2019 года. Когда вас всех хлопнут, и вас, и ваших учеников, когда вы проснетесь и скажете, да ё-моё, а что же мы спать? Да не будет, уже та экономика, та обстановка, та политическая обстановка, которая нам не дает спокойно, ну будем говорить неспокойно, а ну так, день прошел, и ладно, не будет этого. Почему нас их гнобят везде, на каждом углу? Потому что мы рассобачились по самой лучшей. Вот грубо скажу, да, грубо, но так оно и есть. К учебе относятся все халатно, к работе относятся все халатно, сломалось, ну, черт с ним, сегодня надо сделать, нет, не сегодня, давай лучше завтра. И все. А потом мы выходим на площадь и говорим, да, жизнь плохая. Они тоже не застрелились. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу, Маша, зафиксируй всех людей присутствующих. Даже попроси, может быть, электронную почту каждому написать.
сбросим приглашение на завтра, и пусть попробуют не прийти. Вот я с них и начну, когда уничтожение. Потому что другого выхода уже нет. Каждый раз уговаривать, это с ума сойти. Кроме того, вот, Меры применяйте, кто не приходит. Сыктывкарский колледж сервиса и связи. Это кто у нас? Да. Так, ну, Виктор Конославович, это у нас отдельная тема. Ольга Станиславовна, уже понятно, индустриальная. Так, Сыктывкарская академия раз, Сыктывкарская академия, да, Гурина, Альбина. Да. Это вот эта Альбина? Да. Да ладно. Да, конечно. Землячка, оказывается. А я-то думаю. Так. Песто у Наталья, это у нас Сыктывкарский весна. Нет, другого технологического. А кто у вас песто? Я? Лесной институт, да. Так. Как так меня не стоит? Да вы мне прием. Да, конечно, Ну, когда вы меня посылаете, конечно. Так, Коновальцева Елена, Сыктывкарский торговый институт. Ну, смотрите, собственно, это касается всех и высшей школы, и СПО. Ну, чем СПО ближе, там больше людей. Хотя проблема, будем говорить, высшей школы там, тоже очень сложно. Ну, это отдельно. Так. Владислав Петрович, можно еще вопрос? Нужно. У нас, например, в этом году будет 3 выпускника со статусом инвалида по специальности экономика бухгалтерский учет. Мы, конечно, примем меры, уже не выписаны информационные письма управления занятости. Но есть такой ребенок, который у нас, возможно, не будет трудоустроен. Вот как? Это за содействие? Да. Ну, во-первых, давайте вот что сделаем. Масса чиновников, которых я потенциально ненавижу всех, докладывают, что все хорошо у нас. Ну, я-то знаю, что нет. Почему я так свободно говорю? Потому что я свободный человек, я могу так говорить. Поэтому, если эта проблема есть, ее замалчивать нельзя. Ее нужно выносить. Вот у нас будет мероприятие, связанное с РТК 27-го. Это трехсторонняя комиссия по социальным отношениям. Вам сейчас Мария даст наш Петрон туда-сюда. Вы, пожалуйста, мне это сбросьте, чтобы осталось, да, у нас в этом. И я обязательно этот вопрос озвучу. Я спрошу у Хохловых, у Бармашовых, там, у Семяшкиных. А почему сегодня педагог, вы же педагог, обеспокоены вы только этой проблемой, а не, понимаете, что дело? Что все уже не могли спать до 1 июля, когда он выйдет на свободное плавание, а уже будет трудоустроен. Значит, единственное просто, не отмалчиваться, скажите, пожалуйста, если я какие-то, я понимаю, что я вас, может быть, там задавил, там, испугали, там, вас, и ФЗ 238, ничего бояться не надо. Но то, что, я вам серьезно говорю, то, что нужно на это, мягко говоря, обратить внимание, это очень важно. Вы, тем более, люди с образованием, вы это видите очень быстро. Там, конечно, связать. Вот почему сегодня работодатели не идут на контакт? Вот я сказала, у нас проблема. Федералов мы запустили, в республику даем России торговая сеть «Магнит», «Пятерочка», все. И вот вы представляете, что происходит? Это на уровне, наверное, властей надо даже... Мы эту тему, она, кстати, не только вы за нее переживаете, это тоже взяли, пустили, а сегодня, я вам четко скажу, что 90% продуктов, которые, да, они, как они называются, скажите правильно? Сертифицированные или не прошли таможню. Вопрос. Ассорти было, Что мы так идем? Сотрудничали, дети Что мы трудоустроены идем, были. А идем, сейчас это вообще. нам даже на не надо. Мы так все вымерли, как мамонты. Потому что нас накормят так месяц-два, и нам больше ничего не надо. Вам начнем болеть и пропадемся. Ну, это оптовые сети, у них-то рассчитано, они оптом завозят, фурами раскидали и все. Я единственное, я понимаю, что вот, берут сыктывкарские продукты, молоко там, да, и то. Вот стоишь, и там туда руку просунуть, пойдешь. Местных Вот, производителей а в потому что Экспорте здесь 15 продавили число, а свои тут стоит цены. 18. Да, конечно. Кто поесть хочет, сегодня скидка в ленте 35%. На сыры и макароны. Так что
Я уже купил просто итальянские макароны и аргентинский сыр. Да ладно. А теперь возьми, спроси у специалиста, да? Что такое скидка себе в торговле? Ты себе знаешь, что приобрел? Есть такое слово, я не хочу произносить его. Вот и все. Ну, почти просроченный. Непонятный товар, состав, знаю, да. это раз. Нет, Производитель, Я это не раз. бывает. Я прочитал, что я приобрел. Смотрела прошлогодний анализ профкомпетенций, а Кайгородский район не принимал участие. И в этом году тоже. А с чем А, кстати, да, я хотел тоже. Это всего две школы или одна школа? некоторые муниципалитеты, то, что они не, ну, как бы, в минимальном количестве приняли участие. В чем Там людей нет. Это, берете вот эти вот близлежащие районы, а допустим там Печорский район. Пишите, хорошо, спасибо большое. Приходите Приходите завтра. Очень интересная тема. А знаете что, я вам, знаете, возьмите, пожалуйста. Это будет здесь и вот рядом. Ага. Это Да, часть там того. уже они сами Это решают, часть надо, того. не надо, не надо, так они- Спасибо. Интересно. Приходите, спасибо. А, кстати. Это на завтра? Завтра это одна часть того, что... А другая, она будет транслироваться в интернет. Я вот тоже сбор. Потому что, смотрите, вот Вообще, конечно, такие заседания центра занятости. для себя... Я сейчас начну рассказывать, что есть структуры Министерства труда, там, социальной защиты. И... Ну, нет, почему? Можно, конечно. Это вообще не проблема. Центр занятости раз в год делает, вот там прям приглашают Это... секретарей членов комиссии, цифры сказали, проблемы, все, больше центр занятости Спасибо. отношения особо не имеет. А что написано? 204 аудитория, здесь 206. Ну, через стену. 204 аудитории будет видеосеминар, и на него присутствовать не надо, его можно посмотреть по интернету будет. И 206 будет идти вот по этой Это вот программе. соседний, конечно, соседний пацан, да. тоже. Там половина Да-да-да. мест достаточно, там все будет, там завтра будет собираем очень многих людей. Не так просто. У нас академия тут другой. Нет, ну, Да, смотрите, другие главное расписаны, это понимать. другие расписаны. Ты понимаешь. А так в целом, конечно. К какому решению пришли, что делать? Не, а что делаем? Что делаем? Вот, собственно говоря, сейчас зафиксировано все, да? Оно уже пишется, собственно говоря, и слышится все. Проанализируем, посмотрим. Ну, конечно, мы, учитывая нашу тему, про инвалидов я не буду, самое индивидуальный вопрос решения, да? Надо человеку помогать, и это вообще, это тот случай, когда, не дай бог, кто-то бы отвернулся от ответа или там, на решение этого вопроса, понимаете? Это даже не обсуждается. Вот. А в моем понимании вообще, вот, в целом, не только взять там, сегодняшний наш разговор, да? Ну, меня смущает что? Вы надеюсь, что, конечно, вы можете, как люди, как педагоги, рассказывать, что переведут бессмертно или не переведут, по крайней мере. Но те вещи, которые происходят сегодня в части, вот, что связано с промышленниками, с работодателями, с экономикой, для нас это очень сложно. Для нас это не очень важно, будем говорить, да? И я уже говорил, что вот, когда что-то решаешь, какую-то проблему, вот так не складываешь пополам. На одной стороне пишешь нет, а на другой стороне пишешь да. А линия прямая посреди. И вот ты можешь сразу сделать для себя вывод. А ты вообще живешь в поле нет, вот то, что не нравится, будем говорить, или в положительном там, где, собственно, да. И вот каждый для себя сделать, это чисто такой психологический ход. И вам будет понятно, а что ж ты пользу получишься или нет. Только честно. Ага. Вот кто врет, он же знает, что он врет. Ну да. Ну вот и все, а что? И сами себе иногда говорят и не верят. Ну, это же, ну, поэтому, если сегодня, допустим, я, как представляю союз промышленников республики, да, я занимаюсь темой разработки образовательных программ в сфере профессиональных стандартов, это уже из рук вон, вы понимаете, что дело? Зачем вы нашли? Потому что никто не хочет этого делать. Не то, что не хочет. Я задаю, не буду назвать фамилии ваших коллег с СПУ. Понятие профстандарты как-то
Ну, слышал, да, знаю. Ну, еще. Если, Владислав Петрович, извините, что перебиваю, вот этот, ну, если есть ФГОС, вам, ну, надо же менять, наверное, не тот, кто вот это выполняет какие-то по инструкциям, живет и работает, а если есть ФГОС, а профстандарт вообще говорится только вот на таких семинарах, совещаниях, придет нормативный документ, сразу все переключатся на ФГОС. Смешают в Москве федеральный образовательный стандарт и профессиональный стандарт. Придет разнарядка, сразу же все кинутся выполнять. Маша, снарка, вот молодому человеку, приятной наружности, возьми ему сбрось все вещи, которые в нарке уже, и в Министерстве образования, которое, если вам Якимова или Ганов ваш не доводит там, или кто еще, я не знаю. Не доводит. Я закон лежит, читаю документы остальные, а вы сами знаете, дошло, ну, я скажу, дошло до смешного. Соревнования, международные соревнования, которые придумали в Португалии, внедряют в экзамены в системе профтехобразования. Ну что, нет талантливых людей, что ли, здесь? Нет нашего закона о национальных. Я и говорю, что все же есть, все наработано, все. Все. И на том же уровне, даже на более высоком, но почему-то внедряют португальские какие-то стандарты. Если, ну, вы задумайтесь. Мы с Владимиром Петровичем много на эту тему дискутируем, ну, разговариваем, обмениваемся. Ну, смотрите. И я это от него эти слова я услышал. Вот видишь, я уже цитирую. Смотрите, что получается. Ну, возьмем отраслевые вот эти уровни профкомпетенции и так далее. Небезызвестно известно вам в Эже, Мондис ЛПК занимается реконструкцией своего производства. Люди, тоже Клаус Пегер, как работодатель, смотрят, у него нужно сделать реконструкцию вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. На замену придет вот это оборудование, вот это оборудование, вот это оборудование. Составляющая всей этой реконструкции является кадровая подготовка. И когда смотрит, кто кадрами занимается, и говорит, и дается задание подобрать людей, которые будут обучаться на этой новой технологии. Отдел кадров, госпожа Афонина, собирает пул этих ребят, там, людей, которые специалистов, которые несут, понятно. Молодых, кстати, привлекает очень хорошо, у них связано, один из лучших, я считаю, в республике, связано, ну, кроме Воркуты, вот этот целлюлозно-бумажный, этот, таких директор. Не знаю, там ваша подруга. Не общайся. Да, ваша подруга. Я связал. Вот, и это самое, она очень хорошо связана. Вот они собирают этих людей, отправляют ее на учебу. В это время монтируется, ставится это оборудование. Да? Вот как сейчас идет реконструкция у них блока энергетики, и там совсем другие люди, там совсем другой подход, там другие компетенции. Они готовят людей. И вот только в пятницу откроют, я условно говорю, в пятницу откроют, да? В понедельник эти люди приходят на работу и работают уже запущенные на это оборудование. Без аварий, без замечаний, имея уровень профессионализма и профессиональной компетенции. Вот это мы будем корпоративный подход. Кто мешает это делать, собственно говоря, другим работодателям и так далее. Их очень сложно. Но учитывая, что этот работодатель, его нельзя ставить на одну, так сказать, ступеньку там совсем. Потому что вся остальная экономика, все предприятия, все производство загнано в угол. Поэтому он бедный думает, как за технологии, аренду, выплатить зарплату и не попасть еще в тюрьму. Вот и все. А такой там разговор. Ну, не будем на такой, как бы, мягко говоря, минорной ноте. Владислав, Я сейчас надо поговорить. зайдете? Нет. Спасибо вам всем. Да. Академия, привет. А очень просто. Первого поднимает руку. Магомедова. Я могу сказать им, слышно, организуйте. Вы знаете, до свидания. Спасибо вам большое. Со 2 по 6 апреля воспринимается День Победы. Если вы меня пригласите, Маша, можно взять себя. Пожалуйста.
Я вот не знаю, это делается, не делается, нигде не видится. Рейтинг, вот это вот как для министерства, очень важный рейтинг. Надо посмотреть, сколько написано заявлений, сколько выпускников, сколько рейтинг образования.